Мартовское наступление считается одной из трагических страниц в истории Отечественной войны народа Абхазии. Пожалуйста, поделитесь вашими воспоминаниями. В истории нашего народа 16-15 марта это было, наверное, испытание народа, испытание поколения, которое должно было показать, что они достойны своих отцов, своих дедов, прадедов, несмотря на то, что эти дни были неудачными наступательными боями для нас, но именно 16-15 марта январское наступление закаляло нашу армию, наш народ, наших бойцов. Там рождались новые командиры, новые лидеры, и армия наша становилась, крепла. Люди не упали после этого духом, наоборот, они стали еще монолитнее, крепче. Как планировалось мартовское наступление и как оно начиналось? Последние наступательные бои, когда уже успех был на нашей стороне, это говорило, что все те наши самые молодые ребята, которые сложили головы, это было не напрасно. Даже в страшном сне нам никогда не приснилось бы, что когда-нибудь, что на территории Абхазии будет война. Мы просто не были готовы к этому, не думали об этом. Хотя последние годы, в начале войны, она уже назревала, события 1979 года, и после, и до этого. Но армии у нас не было. Поэтому все это формировалось по ступенькам, по чуть-чуть. Зарождалась наша армия. Она крепла в этих неудачах, в этих боях. И потом уже окрепший, встав на ноги, имея достаточное уже вооружение, то, что мы по чуть-чуть забирали у своего противника. Нам не досталось это самое вооружение, техника, как досталось грузинам в наследство после распада СССР. Мы ее добывали в бою. Первое у нас оружие было это самое гладкоствольное оружие, это в лучшем случае. Мартовское наступление, наше подразделение, стояла задача прикрытия тех батальонов, которые должны были вести наступательные действия. Как тогда было, это был отвлекающий маневр. Какой самый трагический случай вы можете вспомнить, связанный с мартовским наступлением? Самое тяжелое это было на Нижнегуместинском мосту, где все стволы и с той, и с этой стороны были практически направлены все в одну точку, где находились наши противостояния наших пехотинцев и противника. Практически, как обычно это говорят, это был ад, из которого вышли немногие, но они поставленную задачу тогда выполнили. Я считаю, что выполнили. Основной удар пришлось на батальоны пехот, которые переходили речку. Там уже шли контактные тяжелые бои. Было очень много раненых, убитых, погибло очень много людей. Тогда, наверное, в тот период мы потеряли самое большее количество людей. Но с той стороны мы потом только узнали, когда вытаскивали и с той, и с этой стороны обмен шел. С той стороны погибло еще больше людей, оказывается. Мы после уже эту информацию получали. Именно перед нашим батальоном поставлена была задача прикрытия тех подразделений, которые переходили через Гумысту. Первые подразделения, которые перешли речку, они практически выполнили свою задачу, они ушли вглубь противника, а кое-где они до того углубились, что те подразделения, которые после них должны были за ним пойти, они не смогли эту задачу выполнить. Была какая-то несогласованность, связь тоже не настолько была обеспечена, это самое правильно.
много было таких технических ошибок командиров среднего звена. Не было опыта. Первые подразделения, которые перешли, они должны были на каком-то этапе закрепиться, а не углубляться. А когда успех пошел, они оторвались, и потом их начали окружать малыми группами. Поддержки отсюда тех подразделений на должном уровне не оказалось. И вот это все создало вот такую ситуацию. Ну, по большому счету, на Нижнем мосту это был всего лишь отвлекающий маневр. Эти люди, которые шли, и они знали, что весь удар, всю мощь грузинского оружия они принимали на себя, и там другой задачи не было. А уже вот повыше, дальше, вот те подразделения, у них стояла совершенно другая задача. Но вот тот этап был, поэтапный переход других подразделений, он почему-то был сорван. Ну, из-за слабости, наверное, вот, из-за неправильной связи малого звена, может, командиров, можно сказать, вот среднего звена, вернее, и из-за ошибок, из-за неопытности вот, наступление было практически сорвано. Но на нижней части вот моста, где подразделения, которые переходили и удар на себя они принимали, они свою задачу выполнили. Они стояли до конца, и практически они уходили, зная, что никто из них, по большому счету, при таком шквале огня шансов не было вернуться. И даже я, насколько помню, люди уходили, подписывали, что они смертники. Их называли смертниками. На двоих глазах гибнут двое люди, двое ребята, двое боевые друзья. И это все происходит на двоих глазах, и ты не можешь им ничем помочь. Вот это есть вот боль, трагедия. Но они выполняют вот свою задачу, и ты знаешь, что это так должно быть. И мое подразделение, они как стояли там до конца, они стояли, это единственное подразделение, танковый батальон, у нас не было смены, мы практически не менялись. И мы после 16-го, там, ну, пехотинцы, они, да, некоторые там менялись, уходили. Мы на своих позициях оставались и находились до конца. Иногда, в тех подразделениях, где мало людей было, мы посылали своих людей, поддерживали их. Кровопролитная война шла более года. И несмотря на явные преимущества сил противника, абхазская армия одержала победу. С чем вы это связываете? Дух народа был сильный, на высоте. Даже когда вот в начале войны у нас не было оружия, у нас не было ничего. Многие, наверное, танк живым не видели. У них была авиация, артиллерия, все было, но у них не было духа. Самого главного это у солдата – это дух. А дух у наших бойцов был на таком уровне, что мы в победе не сомневались. И это, наверное, самое главное это.